Ассаламу алейкум, дошла. За последнее время произошло два очень важных события, о которых я ждал, в общем-то, каких-то мнений, высказываний. Но, к сожалению, я это не нашел. Первое – это проблема, которая возникла в Уйгурском районе, в Чунже, где произошел жестокий конфликт между уйгурами и казахами. И понятно, что официальные власти, они не хотели бы развитие этого конфликта обсуждать в национальном вопросе. Но, к сожалению, это действительно национальный вопрос. Почему? Потому что нужно понимать, что Уйгурский район, он существует не одно десятилетие. И история предполагает не просто, скажем, наименование района каким-то образом, да, то есть там все-таки в большинстве своем проживали уйгуры. Да, проживали казахи, да, проживали какие-то еще другие национальности, но Уйгурский район, он был всегда уйгурским, потому что основное население, проживающее в этом районе, это уйгуры. И для всех уйгуров Казахстана, и не только Казахстана, а вообще бывшего Советского Союза, наличие Уйгурского района это было где-то предметом гордости, потому что люди отождествляли свой Уйгурский район со своей родиной. Нужно честно признаться, что уйгуры Уйгурского района, они вообще не предполагают иной другой родины, как кроме вот именно Уйгурского района. И казахи, которые там проживали в этом районе, они не имели каких-либо вообще вопросов, то есть они жили и жили своей жизнью, то есть в тесном контакте, в очень хороших взаимоотношениях. И только последние годы, когда в Уйгурский район были поселены достаточно большие количество казахов-оралманов, возникли определенные вопросы. Давайте честно признаемся, что в Восточном Туркестане китайцы вели политику «разделяй и властвуй». И они достаточно часто противопоставляли казахов уйгурам. И для того, чтобы как-то принизить уйгуров, они ставили порой казахов над уйгурами. То есть где-то поддерживали в большей степени именно казахов. Не из-за того, что они казахов любят или казахи лучше, а именно для того, чтобы противопоставить эти два народа между собой, чтобы у них была определенная конфронтация и возникали определенные проблемы.
И, конечно же, казахи, которые проживали в Восточном Туркестане, выйдя уже в Казахстан и понимая, что там были какие-то сложившиеся отношения, они пытаются, в общем-то, задавать те вопросы, которые не задают местные казахи. То есть уралманы задают вопросы о том, а почему это уйгуров. Какая-то отдельная вотчина, отдельное наименование, почему у них улицы носят уйгурские названия. Давайте просто между собой посмотрим, разве по всему Казахстану где-либо есть какие-либо уйгурские названия? Нет, только там, где проживают уйгуры компактно, в уйгурском районе. То есть это где-то, с одной стороны, и уважение к братскому народу, где-то возможность проявлять свою какую-то национальную гордость за то, что у уйгуров были какие-то значимые люди, которые, в общем-то, внесли лепту в развитие не только уйгуров, но и всего Казахстана. Я полагаю, что все-таки этот конфликт, он вырос не на пустом месте. То есть, конечно, это результат китайской пропаганды, китайского влияния на казахов-уралманов, которые, в принципе, не знают и не понимают истории уйгуров в Казахстане, в Семиречье. Я думаю, что это вот одна из основных проблем. С другой стороны, конечно же, есть и действительно экономические проблемы, потому что в советское время Уйгурский район, он выращивал и пшеницу, и кукурузу, и чеснок, фрукты давал. То есть зарабатывал. Но сегодня в Уйгурском районе нет ни одного более-менее значимого какого-то предприятия, которое могло бы обеспечивать население работой. Мало того, туда еще поселились немалое количество казахов-уралманов. То есть это уже вина правительства, что заселяли людей в тот район, где работы нету. То есть была бы работа, я думаю, что все бы были заняты в большей степени именно работой, а не выяснением, кто хозяин на данной земле. По-моему, хозяин на земле тот, кто там проживает. То есть, как бы, да, это государство, это неделимое государство. Никто это, в принципе, не оспаривает. Но у уйгуров такие же равные права с казахским населением в соответствии с Конституцией Республики Казахстан. И говорить о том, что это наша казахская земля, а вы пришлые, по меньшей мере, некорректно.
То есть мы можем вдаваться в историю вопроса, как было присоединено Семиречье к России от Китая. То есть на самом-то деле, почему у Китая достаточно большие претензии на территории Казахстана вплоть до Балхаша? Да потому что еще в конце 18-го, начале 19 веков между Россией и Китаем были подписаны 3 договора. 2 чукчакских и 1 санкт-петербургский, где были оговорены разделение границ и, соответственно, то, что Семиречье отходит к России. Потому что Китай, он не мог контролировать эти земли. Уйгуры проживают в уйгурском районе не 100 лет. То есть это не то, что там, как некоторые пытаются преподнести, что уйгуры поселились на территории нынешнего Казахстана там, в 50-е и 60-е годы прошлого века. Нет. То есть эти села имеют многовековую историю. То же самое село Кальжат, которое находится на границе с Китаем практически, оно имеет историю как минимум в 400 лет. Вот. Жаль, конечно, что различные факты тасуются в угоду тем или иным соображениям, мнениям, но нужно понимать и все-таки не нужно лукавить тому же самому казахстанскому правительству, что все уйгуры пришли в Казахстан. Неправда. Уйгуры – это народ, являющийся автохтонами Семиречья, испокон веков проживающих на этих землях. Но мы не говорим о том, что мы хотим эти земли отделить в какое-то отдельное государство. Мы признаем законодательство Республики Казахстан и неделимость Казахстана. Мы просто полагаем, что у уйгуров Семиречья равные права с другими народами Казахстана. И уйгуры имеют право на наименование своих населенных пунктов в соответствии с историческим прошлым. А не в угоду буквально 10 лет назад приехавшим уралманам, которые посчитали, что все эти названия нужно менять. То есть в этом плане все-таки нужно быть честными. В связи с этим я вспоминаю события, которые произошли 5 февраля 2020 года, когда на дунганские поселки напали, скажем так, казахские отморозки, которые сжигали дома, магазины, машины, избивали людей, когда более 4000 дунган вынуждены были просто бежать из Казахстана в Кыргызстан. И хотя правительство, власти Казахстана заявляют, что о толерантности, о терпимости, взаимной терпимости, о взаимоуважении, о многонациональности в Казахстане. Но, тем не менее,
мы должны понимать, что Казахстан, казахстанское правительство, казахстанские власти, они будут преследовать интересы большинства. А большинство – это казахи. То есть даже если в каких-то конфликтах казахи будут неправы, власти будут защищать все-таки казахов. У нас так сложилось. У нас суд, он не независимый. У нас вся властная структура и система построена на интересах определенных групп, определенных лиц и, конечно же, в первую очередь, казахской национальности. Поэтому надеяться на то, что уйгуров минует дунганская проблема, к сожалению, это может сыграть злую роль, злую шутку с уйгурами. Мы не хотим проблем, мы не хотим каких-либо конфронтаций. Но я абсолютно не уверен в том, что власти Казахстана защитят граждан Казахстана уйгуров от граждан Казахстана казахов. К сожалению, этому примеров достаточно много, чтобы сомневаться в правдивости слов и намерений властей Казахстана. Поэтому я со своей стороны могу только призывать уйгуров, чтобы в первую очередь провели достаточно серьезную работу, беседы со своей молодежью. Основные проблемы, конфликты возникают именно среди молодежи, потому что она горячая, она порою не сдержана, и из-за какой-то мелочи может возникнуть достаточно серьезная проблема. Сельские жигитбашлары должны провести эту работу, разъяснительную работу, объяснить молодежи, что выяснение взаимоотношений, споры по истории уйгуров или казахов, кто хозяин земли, кто пришлый, кто чужой, они бесполезны, они бессмысленны, и к добру они не приводят. Нужно избегать таких споров, нужно избегать таких конфликтов. Потому что такие споры происходят не между теми людьми, которые владеют этими вопросами и знаниями, а между теми людьми, которые эти вопросы, скажем так, где-то что-то услышали, по ихнему пониманию, по ихнему разумению. То есть, к сожалению, такие вопросы обсуждаются, решаются не между теми людьми, которые должны были бы
их обсуждать. С другой стороны, памятуя о событиях в феврале этого года с Дунганами, у меня нет стопроцентной уверенности, что такие события не могут произойти в местах проживания, в местах компактного проживания уйгуров. Уйгурам нужно быть начеку. То есть быть готовыми к тому, что организуется какими-то силами боевые отряды, которые могут нагрянуть в любое уйгурское село и начинать разбои, избиение, убиение людей. Чтобы избежать этого, необходимо учредить в каждом селе штаб и постоянную связь. Не нужно вступать в драки, в избиение, но встать на пути потенциальных громил нужно. Нужно перекрыть им движение, чтобы они не могли продвинуться дальше. То есть должны быть обговорены какие-то отряды самообороны. Это вопрос каждого села. И на самый худой конец это вопрос отходов. Куда можно скрыться уйгурам на период, когда бесчинствуют отморозки? Это очень важный вопрос. Это вопрос сохранения жизни. Нужно об этом подумать. Я думаю, что в каждом селе будут проведены определенные работы и будет достигнуто определенное понимание, что необходимо делать. В этом случае я рекомендую даже сделать себе аварийные снаряжения, то есть это минимальный запас еды, одежды, готовые сумки с документами, чтобы в случае какой-то чрезвычайной ситуации взять с собой этот минимальный пакет вещей и дислоцироваться на безопасные места. Мало того, те, кто владеют хоть минимально какими-то компьютерными технологиями, отсканируйте все свои документы, сохраните их где-то на почте, на электронной почте, сохраните копии этих документов где-то в облаке, чтобы на случай, если, не дай бог, вы окажетесь без документов, копии этих документов у вас были в интернете. Потому что сегодняшний день предполагает, что люди должны иметь доказательства документальные своей личности, своей истории, ну, скажем, своей квалификации там, и прочих дел. Это, скажем,
вот один из самых таких важных вопросов, который на сегодня пока еще не разрешился, висит. К сожалению, молодежь казахская в Уйгурском районе, они не понимают, что с переименованием Уйгурского района в наименование Карадала проблемы не исчезнут. Экономические проблемы, вопросы наличия рабочих мест, они не исчезают с переименованием населенного пункта, района. И мы же все понимаем, что проблема на самом деле притянута за уши. То есть аргументация, что Шонжи это был какой-то калмыцкий батыр, которого убил Альмерек, ну, вы меня простите. Чонджа с уйгурского это большая земля. Чонджа, Чонье. То есть нету других интерпретаций. Откуда какой-то там калмыцкий батыр на тех землях, где многие века проживают уйгуры? Зачем других обманывать? Зачем самих себя обманывать? То есть об этом говорят историки казахи, которые изначально в Уйгурском районе вообще никогда не жили, и они вообще не понимают истории этого вопроса. То есть это можно, конечно, философствовать, придумывать, там, размышлять, предполагать и говорить об этом. Но мы же понимаем, что это не так. Мы же понимаем, что проблему притянули за уши. Мало того, хорошо, изменили название Уйгурский район на Карадала. А почему именно Карадала? Карадала, у меня ассоциация, я не знаю, как у других, но у меня личная ассоциация, это черная земля. Черная земля, черная пустыня. То есть это мертвая пустыня. Что хотят этим сказать? Почему не Кёхдала? Зеленая земля. Я не понимаю, почему именно Карадала? И вообще о громадного количества населения, которое там составляют уйгуры, у них спросили. Я считаю, что это вообще со стороны тех казахов, которые там сейчас проживают, нечестно, непорядочно. Неужели они не думают, что они живут одним днем, и что завтра не нужно будет дальше общаться с теми же самыми уйгурами, которые там проживают? У уйгуров есть поговорка: Ахан уйла хальджир. То есть, если ты что-то делаешь, то ты думай о том, что потом будет. А потом это продолжение взаимоотношений. Но на какой качественный уровень эти взаимоотношения перейдут потом, это вопрос. Совсем не хотелось бы, чтобы качество взаимоотношений испортилось. Второй вопрос, который вообще меня, конечно, очень сильно беспокоит, и я думаю, что вызвал достаточно большой шквал обсуждений, вопросов, недопонимания.
это то, что сегодня или даже вчера заявили о том, что Трамп не стал вводить санкции по отношению к Китаю из-за уйгурского вопроса, объявив, что более высокие пошлины – это более действенная мера, нежели санкции. То есть я хотел бы, чтобы все понимали, что не должно быть эйфории по отношению к Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты Америки, как и любое государство, как и любое правительство, преследуют в первую очередь свои интересы. То есть Китай, он, скажем так, перешел определенную границу в понимании, скажем так, мирового правительства, да, то есть которые представляют старинные, богатые фамилии Европы и Америки. Китай посмел вылезти на первые роли в мировой экономике. То есть изначально Китаю роль отводилась все-таки черной рабочей силы. И никто не думал о том, что Китай может стать первой экономикой в мире. Но когда такая проблема возникла, это не проблема, это опасность. Это опасность для Соединенных Штатов, это опасность для всей Европы, что Китай может закончить благоденствие этих ведущих стран мира. Вот тогда и встал вопрос, как противодействовать Китаю. Сегодня Китай окружен проблемами практически со всех сторон, кроме как со стороны России. То есть образовано, скажем так, содружество Восточный Туркестан, внутренняя Монголия, Тибет, Гонконг, Тайвань, Вьетнам, Япония. То есть это те государства и образования, которые могут влиять на благоденствие Китая. То есть через эти регионы и государства можно оказывать давление на Китай и на его благополучие. Мало того, Китай посмел в Китайском Желтом море посягнуть на образование территорий, которые бы контролировали бы весь судоходный трафик из Азии в Европу и в Америку. То есть здесь сразу затрагиваются интересы очень многих стран. Китай, конечно, в этом плане, наверное, все-таки не просчитал все возможные опасные варианты для своего существования и пошел на конфронтацию.
Но за последний год произошло достаточно много событий, которые повергли китайскую экономику в шоковое состояние. То есть сократилось очень сильно поступление инвестиций, сократилось строительство. Соответственно, стали выводиться какие-то предприятия из Китая. Закрылись многие рынки. И Китай со всей своей производственной мощностью оказался невостребован. Но, как вы сами понимаете, самый богатый, громадный потребительский рынок находится в Соединенных Штатах и в Европе. И для того, чтобы сбывать продукцию, которую Китай производит, Китай готов пойти на большие уступки. И, конечно же, Трамп добился того, что Китай пошел на торговое соглашение на условиях Соединенных Штатов. В результате, конечно же, Китай обязуется закупать громадное количество оборудования, различной продукции из Америки. Ну а товары, которые поставляются из Китая в Америку, они облагаются достаточно большими пошлинами. Я хотел бы, чтобы уйгуры не строили эйфории по поводу того, что американцы будут отстаивать интересы уйгуров. Не будут. Если им это не выгодно, не будут. Мы должны научиться сами отстаивать свои интересы. Нам нужно консолидировать свои силы. Но, к сожалению, о консолидации наших сил достаточно сложно говорить, потому что уйгуры того же самого Уйгурского района, они живут своей жизнью, своими проблемами. И они не думают о проблемах всего уйгурского народа. Они думают только о своих региональных местечковых проблемах. Это тоже большой вопрос. Это тоже большой вопрос нашей национальной консолидации. Над этим нужно думать. Как мы можем это преодолеть? Как мы можем консолидировать все свои силы? Для того, чтобы иметь возможность в каком-то будущем, надеюсь, в недалеком, добиться своей государственности. То есть то, что Америка принимает законы о демократии и правах человека в Восточном Туркестане, это еще ни о чем не говорит. То, что Америка приняла закон о независимости государства Тибет от Китая, по большому счету, это тоже еще ничего не говорит. Вот когда мировое сообщество в лице Соединенных Штатов, ведущих европейских стран, ряда арабских стран, там, ну, скажем так, и других, да, какого-то количества, примут такие решения, и потом это решение будет поставлено на голосование в ООН, вот тогда мы можем рассчитывать на то,
что проблема нашей государственности решится. Пока это радужные мечтания. Для того, чтобы эти мечты осуществились, здесь нужно еще работать и работать. Здесь нужно готовить документы, материалы, собирать, нанимать юристов, подавать в суд, бегать, глотать пыль по европейским коридорам, доказывая, что уйгуры имеют право на свою независимость. И только тогда, когда мы через ООН сможем это решение добиться, вот только тогда появятся перспективы, что мы получим свою независимость. По-другому никак. Других вариантов нет. Во всяком случае, других вариантов я не вижу. Вот, поэтому давайте мы все-таки все наши радужные мечты попробуем воплощать в жизнь. Как и что для этого делать, я вам, в принципе, вкратце объяснил. Если у кого-то есть более конкретные вопросы, отправляйте мне, пожалуйста, в мессенджер. Я попробую ответить. Я тоже немного не все знаю. По многим вопросам я сам консультируюсь, сам изучаю. И исходя из этого потом у меня возникает, в общем-то, какое-то понимание. Мое понимание это тоже субъективное. Если у кого-то какие-то мнения и подскажете, что я не все учел в своем, скажем так, маленьком анализе по данным двум вопросам, я буду очень признателен. Спасибо, что были со мной. Спасибо за то, что вы меня выслушали. Всего вам доброго. До свидания.